Хороший город не тот, где даже бедные ездят на автомобилях, а тот, где даже богатые ездят на общественном транспорте и велосипедах. В этом убежден гуру мировой урбанистики, президент Института транспорта и развития Нью-Йорка Энрике Пиньялоса. Он прибыл в Казань по приглашению мэра Ильсура Метшина. Сегодня гость из-за океана выступил с публичными лекциями для государственных и муниципальных служащих, представителей бизнеса и студентов. В какие окна можно заглядывать прохожим, в чем улицы должны быть похожи на шопинг-моллы и какие решения могут стать эффективными для Казани, интересовалась Полина Кострицкая. Хороший доход делает людей счастливее, но хороший город делает людей счастливее при любом доходе, уверен Энрике Пиньялоса. За 3 года на посту мэра 8-миллионной столицы Колумбии Боготы он преобразил город и превратил его в пример для подражания во всем мире. Главный принцип, которым руководствуется гуру мировой урбанистики – равенство. Равенство может быть достигнуто через равенство качества жизни, по крайней мере для детей. Пусть дети ходят в скалолазные бассейны, ходят на уроки музыки, гуляют по зеленым площадкам. Это очень важно. Есть демократическое равенство. Энрике Пиньялоса, выступая в Казанской ратуше, заявил, что Казань очень красивый город. Кстати, хороший город, по его мнению, тот, где люди хотят находиться в общественных местах, ходить в парке, гулять по пешеходным дорожкам. Для этого и нужно создавать как можно больше пешеходных зеленых зон, свободных от автомобилей, и разветвленную сеть велосипедных дорожек. В городе богатые и бедные должны встречаться на равных, на культурных мероприятиях, в общественном транспорте, в парках. Вот то, что определяет хороший город. Это часть этого определения. Город, который хорош для всех, и для людей, которые достаточно уязвимы, например, людей с недостатками, в креслах-каталках, в детей, пенсионеров, пожилых людей. Если этот город хорош для этих людей, комфортен, то он хорош и для всех других. Самым важным элементом в инфраструктуре города гуру урбанистики считают тротуары. Они, как и парки, являются общественным местом, а продвинутые города от отсталых можно отличить по качеству тротуаров. Так, пару лет назад центральную часть Манхэттенского Бродвея сделали пешеходной. Город, в котором местом встречи и прогулок становится шопинг-моллы, болен, считает Энрике Пиньялоса, и предлагает на замену уличные и общественные пространства, в том числе крытые. В городе, по его мнению, должно быть много улиц с привлекательными окнами и витринами небольших магазинов. И, кстати, заглядывать в окна прилично и даже нужно, считает Энрике Пиньялоса. По его мнению, не важно, какой высоты здания, главное его цокольный этаж, чтобы на нем обязательно были большие окна, в которые пешеходы могли бы заглядывать. А все для того, чтобы гулять было комфортно и интересно. Подземные пешеходные переходы урбанист называет символом неуважения. По его мнению, заставлять уходить под землю нужно не людей, а машины. Именно поэтому для Казани он предлагает увеличить количество подземных парковок. Было бы очень неплохо инвестировать в то, чтобы в Казани достаточно много подземных парковок сделать, чтобы вот это все убрать для того, что это можно организовать частным образом, для того, чтобы общественные пространства были более удобные, чтобы было больше пространства для прогулок. Чтобы решить проблему пробок, урбанист предлагает не строить новые дороги, а ограничить число парковок и использование машин, особенно в центре города. Те развязки, которые мы построили, и паркинги, которые построены в рамках решения транспортной проблемы, это временное решение, это то, что мы начали обустраивать набережные. Это говорит о том, что городское пространство должно быть удобное, должно быть много зеленых, спортивных площадок. На вопрос президента Рустама Минниханова о конкретных мерах для развития Казани лектор посоветовал избегать роста города вширь. Город должен развиваться как можно ближе к центру. Неэффективные старые здания придется убирать. Но чтобы высокие здания были хорошими для города, необходимо пешеходное пространство и общественный транспорт. В центре у вас сокровища. Должны быть эксклюзивные полосы для автобусов, трамваев, которые туда приезжают. Стимулировать людей пересесть из автомобилей в большие скоростные автобусы. Подобная система, которую Энрике Пиньялоса создал в Боготе, позволила сократить трафик на 40% и считается одной из лучших в мире. Ведь, по мнению гуру урбанистики, хороший город не тот, где даже бедные ездят на машинах, а тот, где даже богатые ездят на общественном транспорте и велосипедах. Полина Кострицкая, Рустам Залилеев, столица.